Мишабзия, друзья, предлагаю вам посмотреть интервью Сергея Шамба. Он развеивает все абхазские мифы. Первое, то, что Владислав Ардзинба и Шеварднадзе договаривались о вводе грузинских войск. Владислав Ардзинба что-то его отчитал, прекратите панику и так далее. Потом, значит, опять звонит Бади, опять говорит, опять Владислав нервничает, на него наезжает. Я тогда не понимал, но потом я уже это все узнал, что все-таки с Владиславом Ардзинба договорились, Шеварднадзе договорился. А теперь как Ардзинба бежал 14 августа, и его никак не могли найти. Встретимся в Афоне, там сделаем какой-то штаб сопротивления, там есть пещера в случае бомбежки, туда-сюда. Ну как-то да, и разошлись, он уехал. Приезжаю в Афон, спрашиваю, на Владислава нету. Приезжаю в Гудауты, я говорю, не знаю, не могу найти Владислава. Мы знаем, где он, не знаем, как связаться. Говорит, Дима, набирают, связываем с Владиславом, он находится в Эшере, на этой части, которая в Эшерах стояла, лаборатория она называется. А теперь как абхазы закупали оружие и готовились к геноциду грузинского населения Абхазии. Занимались тем, что мы где могли вооружение, даже бронетехнику привезли, потому что тогда из Южной Осетии там стояла вертолетная часть, мы Нурсик закупили, привезли. Мы покупали это, отдельно покупали вооружение. Вот так какое-то у нас все-таки вооружение было. Потом у нас, мы собирались в лесу где-то, вот это вот узкий круг. А Эдгара мы уже готовились, даже учения проводили на случай войны, создали дружины такие вооруженные, которые на ключевых развязках стояли. Мы уже им дали эти вооружения, которые забрали из 8-го полка, о чем я вам